Labas dienas vēlējumi no Jūrmalas. Приветствие из Юрмалы. Ну, наконец-то начинается календарное лето. Теперь уже июнь, и Юрмала приветствует гостей. Сегодня в течение всего дня проводятся различные мероприятия. И это называется Jūrmalas kurorta svētki. Эти, как я понимаю, латышские народные танцы. Вот какие. А тут лошади. Смотрю, их целых трое. Те два побольше, а тут совсем маленькие. Ну, а улица Йомас, смотрю, уже полная. И вот как раз на ней и будут тоже различные мероприятия. Уже с самого утра было очень тепло, 25 градусов было, но теперь стало даже меньше. И в течение дня... тут какая-то игра, это можно вот сканировать код и играть. Вот, но в течение дня возможен дождь и даже гроза. Солнце уже пропало, так что посмотрим, как будет. В 3 часа будет шествие, или поход, как правильно называть. И вечером будет концерт. Ceriņi jau noziedējuši, tagad tādas puķes. Oho. Daudz lietuviešu ir. Un tur izskatās kāds jautrais dancis. Kaut gan nē. Diezgan tādā sentimentālā stilā, tādas kundzes. Te paralēli arī bērni. Vai kādi maziņi. Tas kaut kas senlaicīgs. Starp citu, es varu teikt tā. Es savos video izmantoju krievu valodu ne jau dēļ Latvijas iedzīvotājiem, bet lai uzrunātu tos, kuri nedzīvo Latvijā un neprot latviski, bet kuriem ir interese par mūsu zemi. Tie dati var nebūt precīzi, bet, es teiktu, vismaz apmēram 50% no skatījumiem ir tādi, kas ir ārpus Latvijas. Un ar visu to es bieži lieku pa vidu latviešu valodu, lai mūsu mīļo valodu популяризētu. Тучи уже приближаются, увидим, как там будет. Вот на этом месте, на этой стоянке, тут это, как бы скопление кафе. Širienos sloks atbraukuši ar vilcienu. Oho! Tagad vilcienu izmanto, lai pa Jūrmalu brauktu arī. Вот тут афиша мероприятий. В 3 часа будет поход. И начиная с 6 Мария Наумова и остальные музыканты. Nāk vilciens, bet фons diezgan draudīgs. Вот видите, фон весьма такой угрожающий. Видим, чем это закончится. Сейчас, по-моему, много приезжают еще. Ой, тут реально полно. О, как полно. Полным-полно. Несмотря на то, что погода вот такая становится. Кстати, хочу заметить, что я делаю контент на русском языке на своем канале. Вовсе не для жителей Латвии. С жителями Латвии я общаюсь на латышском языке. Конечно, там могут быть исключения, но в принципе так. О, какие красавицы. Видите, если такие красавицы, то стоит учить латышский, если ты живешь тут на месте. Вот тут афиша как раз праздника на латышском и на английском.
Видите, на русском даже нет. Поэтому нет основания в Латвии говорить на русском с местным. Но это делается для тех, которые живут вне Латвии. Может быть, когда-то жили здесь или по каким-то другим причинам проявляют интерес про нашу страну. Таких людей много. Среди зрителей как минимум, по-моему, 50% или может быть даже выше. Трудно так конкретно определить, потому что не у всех зрителей указывают страну. Вот, слышу, тут дети наконец-то вышли на сцену. Уходят. Какие малюсенькие. О, как тут от торговли охотно. Активно идет. И тут какие-то игры. Вот, я также делаю ставки на латышском. Это по нескольким причинам. Во-первых, это для латышей. И во-вторых, для того, чтобы популяризировать наш язык, чтобы и другие услышали наш прекрасный древний язык. Можно набрать хотя бы в Википедии, какой широкий ареал балтские народы обживали, скажем, до 5-6 веков. До Москвы практически еще дальше. Всю территорию Белоруссии и сам обширный ареал был из восточных границ Германии нынешних до Оки и Волги, до поволжских народов. Вот такое. Так что и это значит, что балтские корни имеют и нынешние славянские народы. И если так рассуждать, то получается, что, зная латышский и литовский языки, вы тем самым как-то может быть и находите свои корни. Ну, Белоруссия это уж точно, да. Белая Русь. Но балтские народы также жили в территории нынешней России. Так, в принципе, к югу от Москвы вот такая полоса была. Так что не будем враждовать, будем дружить, уважать друг друга и языки друг друга. Вот чем я, кстати, удивляюсь. Иногда как-то слышится, что даже пожилые люди охотнее даже говорят на латышском, чем молодежь. Хотя ведь молодежь как бы выросла в независимой Латвии, как бы в школе ведь учили. В советское время там, может быть, не всем там хорошо учили. Но сейчас-то вроде должны были, и главное, отношение должно было быть другое. Ну вот как-то, ну, бывает, конечно, кто говорят, но вот только что вот как раз был случай, ну, как-то это странно. Ну, если хочешь жить в Латвии, ну, все равно придется знать и общаться с им. Ладно, теперь перенесемся на праздники. Вот, смотрю, тут людей много, но гроза даже уже слышно. И, по всей видимости, тут же начнется дождь. Но по прогнозам он может быть непродолжительным. И надеюсь, что все же не особо он помешает. Ну, однако увидим, конечно же. Ну, лук, варацеретис, подоми лайкус. Видите как? Можно вспомнить Советский Союз. Вот, видите, кто ностальгирует по советским временам, можете попробовать. Ну, это еще недолго. Я стоял тут, может быть, даже менее полчаса. А вот один из таких самых ярких впечатлений из детства, когда я приезжал в Юрмалу, это было как раз очереди в столовых. Вот если ты захотел пообедать, то нужно было выстоять огромную очередь. И там тоже вот как-то похоже, как сейчас, когда начался дождь, то люди бежали как раз в столовую.
уже готовятся к походу. Видите? Ну, парадās jau arī zilumiņš. Дождик такой небольшой тут был, еще есть даже немного. Но людей, по-моему, это как-то не очень смущает. Un tā esam pie jūras. O, tur peldās, vai? Šeit izskatās, ka ir jau gājiena dalībnieki pulcējas. Šeit visus izsauc. O, тут, видите, практически все учреждения Jūrmali. Nu, lūk, kur viņi visi ir. Вот сколько много. Iedodiet man kādu drumrollu. Выстроились тут. Какая погода тоже такая интересная. Tā izskatās, ka gājiens ir sācies. Mums pretī nāk te pavisam kas cits. Я побежал немного вперед похода. Он должен вот там оттуда прийти. Но здесь как бы ничего не было. Все по-прежнему. Но уже ждут. Paiešu vēl nedaudz tālāk, lai nav tik skaļa tā fona mūzika. Nu, lūk, tur viņi nāks. 55-tie курорта svētki. Эти по порядку 55-е праздник курорта. Ну вот, приближается поход. O, kas šeit gribu palikt. Un tā. Jūrmalas kurorta svētku gājiens. Orķestris. Jūrmalas pašvaldības pārstāvji, представители самоуправления. Потом уже представители детских учреждений. Лук, Пи и Марīte. Это детский сад. Другой детский сад. Saulīte. Oh. Te ar visiem bērniem. Ābelīte. Здесь паматскола. С зонтиками, хотя дождя сейчас нету. Ķēmeru pamatskola. Vaivaru pamatskola. Un Jūrmalas valsts ģimnāzija. Naša Kauguru vidusskola. Beidzot mūzika. Raimonda Paula mūzika.
Это музыка Раймонда Паулса. Юрмальская музыкальная школа. На-на-на-на-на. Būt sarkanā. Un šeit dejotāji. Novēl priecīgus svētkus. Gandrīz kā dziesmu svētkos. Jūrmala dejo. Jūrmala dancis. Jā, nu tas pavisam cits skats, kad ir tādos tērpos. Nu, laikam viss. Vēl dejotājas, kuras tur jau dejoja, laikam tās pašas. Nu, un šeit ir Našķa pilsētiņa. Te gājiena dalībniekus cienās ar saldējumu, un arī pārējie var cienāties. И тут можно опробовать различного рода мороженое. Тут какие-то представления происходят. Lūdzu, rekurta nāc, izvēlies melna vafela gribēs. Draugie, jūs gribēs sendiņā ir. Раньше проводился целый фестиваль мороженого. Там, на пляже. И тогда по очень дешевой цене. По-моему, за 50 центов можно было купить мороженое. О! О! Река Стейра. О! Laiks vasarai. Время для лета. Ну и хорошо, что дождь как раз закончился, да и сильного и не было. Я еще хочу показать, что тут еще есть. А тем временем поход еще продолжается. Тут сами Кришна даже участвуют. Я и думал, что нужно быть больше, потому что там есть всякие различные предприятия тоже называли, что участвуют. Практически все юрмальские предприятия. Kā pateica, kā lietas beidzas, tā viņš atsākās. Bet šeit pie Dzintara koncerta zāles ir ārvalstu vēstniecību un Jūrmalas sadraudzības pilsētas stendi. Значит, тут стенды городов-побратимых Юрмалы. Будем смотреть. В первую очередь это литовская Паланга. Эстонская летняя столица Пярну. Пярнова. Потом еще Тарачина. Япана. Грузия.
Узбекистан. И похоже, что дождь был очень вежливым. Как раз на время похода он перестал. Ну а сейчас он начинает новой силой. Nu šeit viņi laikam sapulcējās, lai tad dotos atpakaļ. O! Te vēl joprojām viss turpinās. Это медики. О, Jaunkemērī, санаторий Jaunkemērī. Вот, это я понимаю. Тут спортивные коллективы. Ого! Каратисты. Карате, Юрмала. Я, кстати, в советское время, в своем детстве, помню, тут тренировались карате на пляже в Kauguri. Было такое. Lūk, tagad jauki, ka pa visu turēda sielu, kā saka, var iet gājēji, ka машиnas nemaz nebrauc. Похоже, по этой улице тоже машины были бы лишними. Ну вот, сколько тут еще всякого. Все будет продолжаться до позднего вечера. И причем вечером в 11 часов должен быть салют. Но я сейчас сделаю паузу. И то, что останется на вечер, это собираюсь в отдельном выпуске тогда пускать. Поэтому на этот раз попрощаюсь и до следующих встреч в новом выпуске. Es tagad uztaisīšu nelielu pauzi, un ja kas sanāks vakarā, tad to atsevišķā video domāju uzņemt. Līdz ar to pašreiz no jums atvedos un saku visu labu jums uz citām tikšanās reizēm. Uz redzēšanos!